Давайте писаться. Да пишемся. Вот, Зимин начинает. Да, я уже начал. Все, что ли? Да, сегодня у нас... Главное, ну подожди, я хотел с другого начать. Сегодня у нас, так сказать, пользуясь тем, что совесть за кадром, наша Даша Бублик отсутствует, мы решили опустить планку морали в нашей передаче. Даша меня любит, мне кажется. Она тебя любит, понимаешь? Мы решили, понимаешь, градус дискуссии немного изменить. Да. Поэтому позвали тебя. В гостях у нас Андрей Съедин, который, я не знаю, кто... Ты у нас будешь профессиональный, наверное, тролль, да? Ну, профессиональный в том смысле, что ты этим зарабатываешь деньги, да? Да я не зарабатываю троллингом, классно, я бы уже озолотился. Ты вот кем работаешь вообще? У тебя же хрень победишь вообще. У тебя какое образование? Ты на кого? Да, ты расскажи, ты где родился, где учился, для начала. Ну, подожди. Образование, да все же знают, что меня из UIB исключили, выгнали. Точно. Я же и без высшего образования, я же не учился на журналистике. Не, а за что-то выгнали? Выгнали за что? За плохую посещаемость? Ну, потому что я когда пришел в UIB, ну, прогуливался. Почему? Потому что работал уже во всем. То есть я с 2001 года в журналистике, там, с 13 лет. Соответственно, когда поступал уже в UIB, в универ, я принес уже 3 папки сразу публикаций. И, соответственно, первый год мне все это нравилось. Первый год я ходил от и до вообще, вот прям от звонка до звонка. А ко второму, я думаю, ну, я понял просто, что эти преподы меня уже ничему научить, собственно, не смогут. Вот, и я до сих пор уверен, что в Казахстане журналистики в принципе научить невозможно и не учат. А у нас в UIB преподаватели состояли в основном из таких людей, которые, собственно, имеют диплом журналиста, но практиковать не могут, потому что абсолютно бездарные. Они идут учить, и, соответственно, вот такой получается... Подожди, а ты в Алмате вообще родился, да? А ты не находишь, что это вообще общая тенденция нашего образования? Ну, я так говорю, я полностью с этим вообще согласен, да, но просто я не учился в Казгу или там в других универах. Я говорю вот то, что я сам видел, да. И, соответственно, когда я понял, что здесь меня ничему не научат, я пошел уже дальше, это был какой там 5-6 год, я работал новое поколение тогда, потом тайм-аутом уже, в тайм-ауте редактором. И, соответственно, ну, меня выгнали. Ну, уже много раз за это отхватили. Кем ты себя позиционируешь? Ты вообще кто у нас по профессии? Ну, я не знаю, чем ты занимаешься? Знаешь, если вот отслеживать, в принципе, вот этот вот творческий путь, то изначально это была журналистика, да, а потом, когда я, будучи главным редактором журнала «Уникум», я понял вот как-то, знаешь, печенкой, что вот нужно уже вот что-то в интернете делать. Запустил Съедин.kz. В итоге я запустил Съедин.kz в октябре, а через несколько месяцев, в феврале, ушел из Уникума. Уникум через несколько месяцев благополучно закрылся, потому что шибанул уже кризис, и, в принципе, да, на рынке печати до сих пор все плохо. А дальше я уже мигрировал в интернет, и продвигая, собственно, вот собственный проект Съедин.kz. Помидор раньше запустил? Нет. Помидор был следующим, да. То есть, продвигая как-то, вот тогда уже был контакт, Фейсбуком еще никто не пользовался, но активно все там были ВКонтакте, в Одноклассниках. Продвигая Съедин.kz, я наработал там определенные какие-то, ну, ноу-хау. То есть, собственно, через опыт понял, как там, что это работает. И согласен с тем, что ты идею помидор КЗ со всей КЗ, то есть там давно были темы по, так сказать, опусканию различных там заведений, работодателей. Я согласен с тем, что помидор KZ идея не уникальна абсолютно. То есть, если говорить об этом. В свое время был даже форум, который вот еще параллельно со всей KZ тоже собирал какие-то жалобы, но он был абсолютно не раскрученным, да. Была там книга жалоб, да, ну, которая там позже запустилась, но, собственно, идеи висят в воздухе. Почему ты пришел к именно концепции, то есть, что нужно вот собирать обсирания какие-то, да, то есть, почему бы не начать от какого-то чего-то положительного, то есть, собирать вот кучу вот этого гомна всякого в одну кучу, да. Если ты про помидор конкретно говоришь? Помидор. Ну, помидор это, вот, ты знаешь, ты вот сейчас прям по-живому, потому что вчера у меня там был срач в Твиттере, да, с одним там умником, который в очередной раз: ой, Съедин, оказывается, берет бабки за удаление постов на помидоре. Пипец вообще, пардон. 3 года я занимаюсь сайтом, за эти 3 года заработал суммарно, я не знаю, там, 1002, наверное, зелени. И то официально. Ты понимаешь, вот ты можешь там не поверить, нравится, не нравится, я люблю город, в котором вырос.
Меня реально раздражает плохой сервис и плохое обслуживание. Понаехали еще. А нет, понаехали, не понаехали, это все, везде все одинаковые люди, на самом деле. Вот. И помидор, собственно, был вот, ну, как бы был создан для того, чтобы как-то вот изменить эту ситуацию. И... Ты, короче, Андрюха, джедай, да, получается? В смысле, за правду? Нет, ну, я таких джедаев называю. То есть, нет, ну это хорошо. Ну реально, в смысле, я оплачиваю хостинг, я там что-то это модерирую, я не зарабатываю на этом проекте вообще ничего. Меня называют, я же вот сделал чеснок, да, надо мной вот Джамаль Сулейменов, есть же, да, он угорает, он меня Робин Гудом называет. То есть ты съеден джедай, я Робин Гуд, потому что я тоже оттуда, ну, денег люблю. Анекдот же помнишь, да, про девушку Робин Гуда, которая брала у богатых, ну и бедным тоже давала. Расскажи. Ну вот, собственно. Как бы идея в том, что была сделать что-то получше, да? Не было смысла, не было идеи поставить просто срач во главе угла, да? Но он как-то сам по себе так... Ну, в смысле, люди, понимаешь, написать положительный отзыв людям лень. Ну, реально, да, если нужно регистрироваться, что-то там заходить. То есть в заведениях, если люди ничего не пишут, это и хорошо. Это и хорошо. Вот если нейтрально, если молчат, это хорошо. Если плохо, это значит, что человека реально достали, реально обидели, чем-то зацепили, он должен дойти до компьютера, должен зарегистрироваться, вспомнить, зарегистрироваться, написать это все, запостить, понимаешь? Соответственно, там отзывы все очень эмоциональные. Тебя часто пишут, там, удалите вот это, вы нас оскорбляете, мы на вас... Стабильно. Про эти суды, это такая распространенная история. Нет, никто не доходил. Я говорю, у меня как средство массовой информации сайт не зарегистрирован, хостинг в Германии, пожалуйста, вперед. В смысле, никогда ничего не удалял? Никогда не удалял. Что делать, бубен могут в частном порядке. Да. Ну, могут. Чувака, блин, там на остановке, который закурить попросит, его же никто не отменял по остановкам. В смысле, пока проносил. Ну, собственно, да. Нет, просто, Нет, угрозы регулярные, угрозы постоянные, и вот там, да. Понимаешь, там часто обвинение строится на том, что был пост, и он исчез. Но дело в том, что функционал помидора подразумевает, что автор поста может по тем или иным причинам удалить. И когда исчезает какой-то пост, и люди мне начинают предъявлять, что мне, значит, обидчики, да, там, обиженные мне заплатили, и я просто удалил и там заблочил этого человека. Реально, я всем говорю, плюну в лицо любому, кто скажет, что заплатил деньги за удаление. Почему тебя троллем считают? Тролли, сейчас очень такое расхое, да, это определение. Сразу в тролли попали. Ну, тролли. я просто люк. В смысле? Просто папа. То, что тексты, которые я писал еще там в печатных СМИ, да, там в «Новом поколении», когда со «Светской хроникой», когда я там про презентацию Бейбута Кургана писал, что это музыка где-то на уровне между поздней Татьяной Овсиенко и ранними «Руки вверх». И мне реально даже в редакции звонили на еженедельной основе и говорили: барабан, бубен, береги, да. Вот. И то, что в интернете потом, это сейчас уже называется троллингом, да. Самый вопиющий случай, знаешь, какой был? Когда я написал рецензию на открытие одного бара в Алмате, вот, написал, в общем, не так жестко даже. То есть написал, что плохо работает вытяжка, там задымленность, какие-то непонятные тентовые растяжки на потолке. В общем, музыка фигачит, не отстроена, все плохо. И проходит недели 3, объявляются некие ребята, которые говорят: ну, надо встретиться, обсудить. Я говорю: а вообще, собственно, кто вы, что вы? Не, ну ты типа можешь отказаться, но мы тебя и так найдем. Я говорю: ну окей, давайте встретимся, какая разница. Мы встречаемся, чувак вот так разворачивает один листок бумаги, реально вот просто 1 А4, где расписана не просто моя биография, вот начиная там за последние там, 15 лет, но и био моих родителей и био родителей моей тогдашней пассии. То есть вообще вот от и до, вот это досье, понимаешь, оно производит впечатление сильнее, чем какие-то кулаки. И вот так это все развернули. Причем там были реально такие мелкие какие-то нюансы, какие-то вот разговоры были упомянуты, которые вот даже не задокументированы нигде не были, да, какие-то абсолютно мелкие реально факты, но при этом вот 3 недели ребята копали основательно и такие типа, ну вот так. Я говорю: ну смысл, ну блин, там отзыв-то, в общем, не очень красноречивый, там за что ругать-то? Он говорит: ты понимаешь, фишка какая? Хозяин нашего заведения трахает девочек, которые читают «Съеден KZ». А они ему говорят: а ты видел, что Съеден написал? Все, женский голос ранит сердце.
Ну и мы нашли просто хороший компромисс, то есть пост я этот не удалил, но мы просто разыграли дисконты в этот бар, сказали, что там сейчас стало лучше, ну там действительно там после пары месяцев, да, стало лучше. И все, собственно, все довольны. Сейчас я с этим товарищем вот так вот мы общаемся, дружим, и реально не факт, он не раз он меня уже выручал. Ты деньги на чем зарабатываешь? То есть мы знаем, что ты ведешь сайты, как Робин Гуд, да, там тусуешься по морю тусовкам, видим фотографии из теплых стран в Фейсбуке или А там. он как джедай. Да, Пошел еще со злом. мы видим, что ты много отдыхаешь, ты целый день Ну, работаешь. деньги, в смысле, надо понимать, да, что в смысле это не на родительские финансы, я там езжу, отдыхаю. Я из обычной такой очень простой семьи. Вот. А деньги, ну, надо понимать, что есть публичная сторона дела, есть непубличная, да, есть проекты, которые там не афишируются и которые, может быть, не совсем вообще имеют отношение к интернету. То есть интернет, весь этот SMM, там, продвижение, это все больше для души. Сайты вообще, там, съеден KZ, помидоры, это, собственно, просто self-promotion, да, то есть на съедении, на помидоре напрямую я вообще не зарабатываю. Ну, про помидор сказал уже. Ну, SMM, ну, приносит какие-то деньги, там, какую-то часть. Основные, я говорю, это Не скажи. закулисные, да. Заказывай. Все у меня реально на форумспринге регулярно. А сколько зарабатываешь? Сколько зарабатываешь? Ну, достали, ну. Нет, вот смотри, ладно, хорошо, давай про SMM тогда немножко. То есть я худо-бедно понимаю, что можно какое-то время там разводить лохов, да, и брать деньги, делать вид, что что-то там делаешь в какой-то там какой-то SMM. Не все. Я считаю, что это большой мыльный пузырь. Это большой мыльный пузырь, это абсолютно точно. И поэтому, знаешь, лично мне хочется постепенно вот вообще утечь из этой всей истории, потому что, ну, год-полтора сейчас зайдут пару да, серьезных игроков, россиян, и все это сдуется очень быстро. И группа Social Media Club там сразу из 300 человек сильно ужмется. Не, ну сейчас куча школьников, там, и даже не школьников, и даже людей постарше, да, занимаются СММом. Там, И туда прутся, ну то есть... как там анекдот, СММ-компания, да, а что шепотом? Я не могу, я... Это старая расхожая история. Ну, в смысле, все прутся, потому что это кормушка хорошая сейчас. Ну, там же особо и денег-то не зарабатывают. Школьникам-то и 50 тысяч в месяц Мазева. Понимаешь? Понимаешь? Ну, в смысле, масштаб разный. Но вот такие школьники, как раз они, собственно, тоже на рынок не очень хорошо играют. То есть, если агентства наоборот берут там от $1000 за одну площадку, то школьники говорят, да я вам за 50 тысяч сейчас Facebook, Контакт, Твиттер буду 3 месяца вести, понимаешь? И когда ты приходишь и обосновываешь, да, из чего складывается эта цена, просто объясняя просто в человека-часах, да, сколько времени занимает там продвижение аккаунтов в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, объясняешь и говоришь, что это не может стоить 50 тысяч тенге в месяц, да, и из таких школьников многие заказчики говорят, ну, сейчас Да возьмем. нет, я всегда на такие вещи говорю, пускай ведут. Сейчас они 3 месяца поведут, потом... Ну, 3 это даже много, там, через месяц-полтора уже понимают. Извините, у нас есть кто-то реально сильная какая-то компания, которая занимается СММ? Назовите мне хоть одну, да, которая бы вот продвинула кого-то мощно так, что и у них там и продажи взлетели до небес, и еще что-то там, я не знаю. Хороший вопрос. Есть вообще профессионалы на этот рынок? Профессионалы в смысле не только, что берут деньги, а в том, что делают. Ну вот мне нравится, как ведут аккаунты вот именно в соцсетках. Мне нравится Билайн, как они работают. Но Билайн работают реально там большой командой. Ну, то есть у них есть и свой отдел, и они привлекают еще и на аутсорс тоже. То есть с какими-то агентствами. Ну, Айкайрат ушел, потому что, собственно, Билайн через азбуку связи работали с айбеками. Но вот Айкайрат, я считаю, он нормальный СММщик, он сильный СММщик. То есть, если он что-то захочет, в смысле, он добьется этого результата в Казнете, я могу... Ну, вот у Нет, Билайна... понимаешь, у меня ощущение, что никто деньгами не измерял вот это. То есть, там, если сделать медийную большую компанию там, с покрытием миллион человек, все понимают. А если вот нанять там кого-то, кто там будет что-то в Фейсбуке с Твиттером там шерстить, да, никто не считал, сколько это приносит профита, собственно говоря. Ты знаешь, через СММ мегу нагоняет. Вот, я ему
устану это повторять. Нет, ну Еликбаев это понятно, в смысле с Мегой, там опять-таки, понимаешь, все работает в связке. Вот так же, как я говорю, что там с Единки из помидор, партизан напрямую мне денег не приносит, но я получаю какие-то другие заказы, да. Еликбаев через всю вот эту тему, через какие-то побочные проекты, там и с Мегой хорошо, и... Ни разу не нагнали Мегу. Это факт. А у нас нету своей Меги. Пока. Именно, да, если бы мы работали в Меге, там была бы другая история. Ну, типа, да, ну, не, я просто, не, Андрюх, я считаю, ты сейчас не то говоришь, знаешь почему? Потому что вот я много людей на тусовке пытался нагонять, я нагонял людей на фестивале, ты знаешь, да? Я знаю, как это непросто, то есть это реально очень непросто. Я понимаю, но ты сейчас говоришь про пиар-поддержку ивентов, а не про СММ. Вот я вчера буквально встречался с ребятами с Nokia, да, по поводу их вот этого удивительного хэппининга, который абсолютный фейл. Ну, то есть, с их стороны правильный пиар-ход, спросить там, они встречались с Нагаевым, вот со мной, там, я не знаю, еще с кем-то. Как раз они после этого там и решили, да, то есть спросить, ребята, собственно, почему мы сделали плохо? И вот единственное, что хорошо было сделано в этом ивенте, это как раз пиар-поддержка, то есть изначальная. Все о нем говорили, все туда хотели, все участвовали в розыгрыше пригласительных, и все туда пришли. Его все обосрали, кроме тебя, кстати. Здрасте, ну в смысле, я их в первый же день помочил. Я не читаю. Не, Седин, блин, ты что-то их как-то не так мочил. Просто все, кто их мочили, вот Нагаев реально, он сидел их и мочил. Нагаев просто написал большой пост. Мы устроили в Твиттере и в социальных сетях, там, знаешь, хорошо. Вот когда с хэппининга я читал всю ленту, я тебе могу, вот моя KZ, блин, что-то, ну так вот, нехорошо писал. Ну, короче, вот я не помню, что ты писал, блин. Ты записывал всех, кто плохо писал, чтобы потом пойти к Nokia и сказать, Да, Слава, я с ними договорился. Слава, я вчера 30 минут, 30 реально, вот Карлу, который генеральный менеджер Nokia по странам СНГ, 30 минут нон-стопом объяснял, что у них было плохо сделано. Ну реально. То есть там был, ну, фейл вот вообще по всем пунктам. На фуршет, но если вы делаете вот что-то такое красивое, ну какого хрена здесь бутылочное пиво? Это выглядит по-быдляцки, когда народ смотрит эти ролики от команды Тимура Бекмамбетова, да, и сосет пиво из бутылок. Ролики эти абсолютно ни о чем, да, освоенный бюджет. Ведущий, который от бумажки вообще не отлипал, да? Что за ведущий был? Да я не знаю, кто это. Все обсирали, блин, в смысле, это кто такой, блин? Да я не знаю даже ни имени, ни Я, в смысле, я вот его даже увидеть хотел, почему? Потому что, ну, там я о нем столько всего услышал. Мне же прям интересно, как так можно провести, ну, чтобы вот добиться такого. В смысле, они тебя просто хотели спросить, чтобы ты... Они просто спросили, в смысле, никто ничего не платил. Люмию мне не подогнали за этот отзыв. Просто мы там познакомились лично. Да, а мне куда ее? Вот я... Тебе дадут Люмию, будешь ходить? Нет. Слушай, а вот, ну, как бы я знаю, что многие на все КЗ там партизанят по-черному вот эти ваши хлопцы, да? То есть там регистрируются и там создают... Я с форумами не работаю вообще. Не работаешь? Вообще, в смысле? Ну, потому что, ты знаешь, к моменту, когда вся эта поляна СММ стала расцветать, я на все KZ заходил там раз в полгода, просто когда действительно было нужно. То есть я перестал это и читать, и комментировать, то есть там оставлять какие-то сообщения. Слушай, ничего, что народу больше, чем на Фейсбуке. Я согласен. Просто, понимаешь, в первую очередь... Понимаешь, что ты сказал? Как ты мог, блин? Нет, я тебе объясняю, да? Раза в 2 больше, чем на Vision. Вот смотри, когда я продаю СММ как от лица Андрея Съедина, я говорю, вот, ребят, у меня ВКонтакте 4000 друзей, да? В Фейсбуке 4000, и там в Твиттере там столько-то, да? То есть я говорю, что в данном случае важно количество френдов именно моих лично. Почему? Ну, потому что, когда я продвигаю какие-то аккаунты, часть аккаунтов я продвигаю именно от своего лица. Ты в моем мире тогда не тусуешься, там самая большая казахстанская аудитория. Про мой мир сейчас я тебе все расскажу. И учитывая, что на все KZ я заходил просто постольку-поскольку и какой-то устоявшейся репутации... Он отбрешется. Его что все зовут? И устоявшейся репутации на все KZ у меня не было, соответственно, я не могу продавать эту площадку, где, ну, у меня нет там какого-то влияния. А вот у Еликбаева есть. У Еликбаева, естественно, Еликбаев может продавать. Я с 2002 на все KZ зарегистрирован тоже. Вот. На медне развлекались и стали старые темы, которые завел Еликбаев. Очень смеялись. Вот, ну то есть я поэтому форумы вообще не продаю. И не продаю Одноклассники и Мой мир. Про Мой мир мы говорили уже тоже. Да, аудитория, но она абсолютно мертвая, абсолютно... Да, она не активная, там ноль. Ты можешь собрать несколько тысяч человек в сообществе в Моем мире, и ты ничего из этого не вытащишь. Реально, никакого фидбэка.
И мой мир, собрать людей в сообщество, ты физически не можешь без баннерной поддержки. А это хорошие деньги на Mail.ru. А во ВКонтактике там толпа набегает сразу, как бы там. Нет, ну ВКонтакте ты хотя бы ты приглашаешь людей, и они хотя бы там как-то смотрят, да, что-то. То есть, естественно, ВКонтакте проще купить ботов, чем купить баннера на моем мире. Но в моем мире люди на эти приглашения вообще никак не реагируют. Если ВКонтакте потом проще сделать красивый отчет и сказать, что у меня было 100-500 ботов. А ты думаешь, ну как вот большинство вот этих вот СММщиков работают? А ты как работаешь? Расскажи. Вот я тебе про это и сказал, что у меня 4000 друзей, понимаешь? Я этих и ВКонтакте, и в Фейсбуке, там 4-500. Я этих людей могу бесконечно приглашать по кругу, понимаешь? И люди, то есть у меня аудитория, у меня будет там, может быть, меньше, чем у других, в других каких-то группах, где есть покупные боты, но это реально люди, которые пришли в сообщество, понимаешь? А СММщики, ты говоришь, вот как ты работаешь, как они работают. Если у человека в друзьях 300 человек, а ВКонтакте ты можешь приглашать только собственных друзей, как администратор группы, понимаешь? Ты эти 300 человек прогнал, из этих 30 вступило в группу 50, дальше что делать? Заказчикам надо показывать отчет, дальше покупаются. Я от тебя в Твиттере честно отписался, потому что поток спама этот я не могу выносить просто. Я не знаю, 4000 человек обладают, они тебя очень любят, наверное, потому что столько спама я лично не перевариваю. Ты же Твиттер не пишешь, вот как в обычном люди пишешь, съедет ночью, начинает выкидывать ссылки на YouTube. И еще ты все время какие-нибудь, блин, эти котлеты какие-нибудь фотоешь и выкладываешь. Вот. То есть, не, ну это В вот общем, несет какую-то пургу полную. Ты понимаешь, ну в смысле у меня вот такой контент. Почему спам-то? Из спама там сейчас только коферум, который я продвигаю, да? То есть идет, ретвитится. А все остальное, ну в смысле, спам это рекламная информация, да? Если я выкладываю котлету, которую я дома приготовил, это как касается? Если я зачекинился где-то, это как касается? Подожди, Ты знаешь, я, кстати, вчера скидывал в Твиттер отличную штуку. Стартап такой американский. Ребята делают очень классный сервис. Ты туда логинишься, пишешь, да, то есть можешь там свой твиттер, можешь любой, там не рушить твиттер, и они на 4 рулонах туалетной бумаги распечатывают ленту этого человека. Хочешь свои 35 баксов плюс 25 доставка к нам и 3 бакса налог. в чем фишка-то? 4, получаешь 4 рулона классной туалетной бумаги с лентой любого человека, какого хочешь. Ну, Щиттер называешь. Щиттер называется. ну я, если честно, я вот этих вот фенечек, Маша, не Нет, ну понимаю. это гиковская всякая. Ну, мало людей в Казнете, которые называют сайты по своей фамилии, понимаешь? Ну, сайты, понимаешь, что это блог. Если ты на YouVision запускаешь блог, да, ты берешь либо свой ник, там, либо фамилию, да. А у меня такая фамилия, что грех не воспользоваться. Понимаешь? И, соответственно, сайт это был, если это личный блог, я запускал съеден KZ, там, я не знаю. Ну так, в общем, кулинарная тематика какая-то подсознательная там где-то. Ну, кулинарная тематика, она сейчас, я только последний год начал там готовить что-то. Вот, до этого только потреблял. Что нафиг ты готовишь? Бля, у меня женщина любимая во Франции. Ну, а как бы каждый день, знаешь, по кабакам ездить или фастфудом закупаться домой, это не прикольно. Начинаешь что-то... На всякий Z есть передача, кстати, там. Вот сегодня вышел отличный выпуск, где ребята просто троллят, то есть 2 главных тролля с всякий Z готовят там такие некошерные блюда, там свиные шеи, там еще. Так это было же уже. Нет, сегодня вышла такая серия просто. А ты знаешь, ну вот по факту, да, когда ты проходишь через какой-то период там какой-то, ну, популярность, известность в масштабах там Алматы, это громко сказано, да, но ввиду вот там каких-то текстов, каких-то там проектов, когда ты вот это все проходишь, ты понимаешь, что это все такое неважное, все такое ненужное, неважное, необязательное. И ты приходишь вот просто к тому, что чистишь просто карму, да, удаляешь ненужных людей из своей жизни. Не, есть же другая еще краска, что ты же как, вот ты живешь, у тебя же по-разному, вот как бы твои там эти этапы жизни, да, то есть и получается, что бывает так, там, бывает так, бывает так, и каждый раз у тебя как бы своя там картинка мира, да. Просто впоследствии, то есть если ты раньше что-то делал для того, чтобы там как-то засветиться, то сейчас ты это делаешь, ну, для каких-то других целей. Да, может, там тебе просто в кайф, то есть ты запускаешь какие-то проекты там не ради денег, да, ну вот просто там кайфануть, да. А, вот, кстати, про проект. Тут недавно вот Алекс Космонавт, он у нас был там, потроллил наш этот визуальный интернет. Вот ваша эта жалкая передачка, которую вы там пытались снять. Да. Во-первых, что это было? С предысторией я тебе расскажу. Несколько лет назад мы с пацанами запускали проект «Трындец».
То есть это еще до развития видеоблогинга, вот то, что сейчас происходит, да, UVTV и все остальное. То есть, ну, на тот момент там и интернет был дороже, и скорость ниже, и, в общем, ну, развивался подкастинг как таковой, да, именно просто без видео. Мы вот там вчетвером собрались. Леха Боев, диджей-промоутер, рекламщик, Тёма Акманов, букер, Андрей Жарков, главный редактор Men's Health. Вот мы такие собрались, и, ну, собственно, вот было что-то подобное, да, мы 4 взрослых мужика говорили о неважном, да, и там приглашали каких-то гостей. И изначально, когда этот проект задумывался, и было всем это вот в кайф, и все это в прикол, и планировали, что будем там еженедельно это делать. Потом, когда уже столкнулись с технической стороной дела, поняли, что, ну, одно дело встретиться и потрындеть, другое дело смонтировать, нарезать, сделать подложку, все это вот как-то привести в божеский вид, да, что это занимает довольно много времени. По факту я трындет закрыл, потому что мы, ну, у каждого свои какие-то проекты, свои какие-то дела, и, ну, просто некогда этим заниматься. Вот с кризисом жанра примерно та же история. То есть, когда встретились с Ержиком как раз после вот того самого интервью по чесноку, да, и я говорю, давай, ну вот раз у тебя был хороший фидбэк, у меня хороший фидбэк, давай мы вот что-нибудь сделаем, и, ну, вот так вот, да, все. Придумали там название, договорились с Адилем, все. Тут в проект влился Леха Романов, который снимал. Все, потом оказалось, собственно, что Леха никогда там не монтировал, понимаешь, и в итоге выпуск, который мы сняли в ноябре, выложили мы его в январе. Вот. Бесконечные тизеры. Да, бесконечные тизеры, и наконец-то выложили. В итоге по первому выпуску я отдаю себе отчет в том, что это абсолютный фейспалм, что по звуку провис, по картинке провис, по контенту. А что вы там хихикаете? Вы что там принимали ганджубаску? Чего мы там хихикаете в передаче? Мы ржем над Зияном и хихикаем. Чего вы здесь хихикаете? Принимали что-то? Мы не хихикаем, ну и мы никогда не хихикаем. Нет, по-моему, он вас там больше стебал, чем вы. Ну, ты понимаешь, опять-таки, есть полная версия программы. На час 13. То есть все умные мысли ваши? Нет, не все умные мысли. Один нас затроллил, это очевидно. Но вот есть час 13, да, мы просто для себя решили, что программа будет не длиннее 40 минут там, вместе с заставкой. И очень много чего не вошло, и поэтому там местами может показаться, что логики у беседы просто нет, да, что вопросы просто из воздуха возникают. Но, учитывая, как Адиль грамотно уходит от ответов, очень много пришлось вырезать. Я единственное, это, ну вот мне, ну ты же такой чувак, разговорник-то ты сильный, да, что ты попер в это телевидение, то есть, ну, мне кажется, вот это вот... А ты что, разговорник попер? Не, ну, я про телевидение, ну, допустим, я б с Ляном, ну, мне затем, ну, что там интересного, по большому счету? Нет, у меня четко вот были вопросы, да, как современное телевидение влияет вообще на вот эту молодежь отмороженную с этими смс-ками, да? В смысле, какую сверхмиссию несет в массы вот этот молодежный музыкальный канал? Все. Ну, а он, кстати... А он сказал, никакой. Нет, и все. да. Он сказал, вы сами, мы там ничего не транслируем, мы ничему не обязаны. Не-не, Алян молодец. Не, он сказал, что да, да, никакой не несет. И разговор закончился. Мы говорим про добро, мы транслируем добро. Вы спросили, гей он или не гей, между прочим. Ну, здрасте, мы там спрашивали, спит ли он там вообще с животными и где его. Он никогда не отвечает на вопросы о своей ориентации. Но тут было круто в Фейсбуке. Ильян, который всегда очень в этом плане закрытый, тут я в Фейсбуке вечером читаю его статус. Говорит, семейная пара пригласила на секс втроем, а за окном дождь, а у меня нет зонта, не пойду. Я такой, ничего себе, круто, молодец. Вот мы сегодня вечером снимаем новый проект, да? Вот. И ребята, когда вышли с предложением, я говорю, если есть кто будет снимать, кто будет монтировать, не вопрос. Я найду, что сказать в кадре, да, вот. Купите микрофон, и все, и вперед. Ну вот посмотрим, что из этого получится. Не, да, мне кажется, это нормальный будет проект, потому что по клубам ночным шарохаться, это... Ну, не совсем это все с клубами ну, будет, даже то есть по это в принципе будет по ивентам. Да, даже вот, ну, по всяким ивентам, это же надо же любить это, потому что вот, ну, я тебе... Слава, я устал от этого. Ну, реально любить, понимаешь, я реально устал, понимаешь, от ты хотел жизни. Ященко потроллить. В смысле? Ященко. Привет, Ященко. Ну надо же, троллинг же интересен же в контексте в каком-то, а не просто... За что хотел потроллить? Да. Ну не знаю, я в прошлый раз ничего не сказал про идеолога Ювидомика. Ну так, если разобраться, блин, тогда у всех в Твиттере спам, потому что... Я то и говорю, Твиттер это новостная, ссылочная. Не, ну смотрите, Елекбаев не пишет ничего
где нет, ну, нет, он пишет из-за границы, то есть он когда за границей пишет какие-то твиты, которые там, ну, что-то о жизни, да, когда он в Алмате, он бесплатно в Твиттер не пишет, такое ощущение, да? Да нет, ты что, Еликбаев у него наоборот, мне кажется, вот у него четко, круто сгенерированные такие афоризмы, фразочки, шутки, которые собирают 100-500 тысяч ретвитов, и народ, то есть аудитория у него хорошо растет. У него сам Твиттер... Нет, но он может пару твитов выдать в сутки, Ну, да, кстати, и это будет непонятно, хорошо. как он сидит. Вот я все... Вот, Да, он там говорит, что я вообще час в сутки провожу. Там, Не, я вот просто вот интересно, когда он это все вот генерит, потому что он же двигается. Я вот видел, как он по меге бегает. Он в смысле... Ну, а ты думаешь, что человек садится перед монитором Он начинает генерировать, что ли, что-то? Это же все в процессе происходит. Ну, ты рекламщик с опытом, что я не знаю, вдохновение как приходит? Меня в основном ночами накрывает, причем не когда я перед монитором, а когда я ложусь спать, но я понимаю, что мне надо вот там что-то на завтра, на послезавтра что-то придумать. Если накрывает, тут уже реально не до сна. Умная мысль у меня такая, что мне не нравится, знаете какая, что когда мы там что-то ругаем, да, и ссылаемся на какие-то прошлые истории, да, то есть, то ведь прошлых историй уже нету. Вот я и говорю, что про СВК уже говорить нечего. А СВК он сегодня есть. Вот. И это пока, что бы там ни говорили, он живой и развивающийся проект. У него нету финита ля комедии. Вот когда Цой встанет громко, да, там с ребятами, кто там еще и скажут. В чем развитие, скажи мне? А развитие в том, что этого проекта, что он живет. Ну, хорошо. Каждую пятницу в определенное место собирается 100, там, 150 человек. Ну что? Подождите, объединенные какой-то идеей. Какой? Спокойно. К этому можно относиться по-разному, я же ничего не говорю. Но это же факты, они же собираются. Не, понимаешь, собираются люди до определенного возраста. То есть я вот по ощущениям у нас на форуме, то есть вот эта тусовка начала рассасываться, когда там люди стали жениться, заводить детей, то есть где-то начиная с 27 лет, как вот там к 30 возраст подошел, вся эта тусовка распалась. То есть от 20 там, до 27 это вот была самая развлекуха. То есть, соответственно, у нас аудитория сейчас подросла, то есть в СВК... Понимаешь, людям нужно во что-то верить. В церковь или в СВК, я не знаю. Понимаешь? И вот есть несколько тысяч человек в группе. Из них приходят 100-150 бездельников, которые не знают, как провести вечер пятницы. И у которых создается ощущение причастности к чему-то там важному и нужному в жизни, понимаешь? Такое всегда было, и на всех площадках есть вот там какие-то... Так я не понимаю, что в этом нехорошего? Это ничего. Нет, просто нет, вы говорите Просто из об этом, этого ничего необычного. ну, с каким-то оттенком такого, ну, как бы пренебрежения, что ли. Пренебрежение я говорю только по себе, да, потому что мне же тупо жалко время. Почему Нагаев пер на удивительный хэппининг Nokia? Потому что ему не объяснили, что там будет. А когда все закончилось, он сказал, и какого хера я здесь вообще торчал столько времени, да? И почему я потратил свое время здесь? Ну, если честно, И здесь та же самая история, в смысле, если... So what? Да, ну что, ну реально. Если ты считаешь, что вот такие пятничные посиделки помогают тебе в чем-то в жизни, расти как-то интеллектуально, или ты заводишь новые полезные знакомства или еще что-то, это одно. Но если ты реально вот из этого общения ничего для себя не вытаскиваешь, ну зачем ходить? Я только со своей колокольни, я опять-таки повторяюсь. Ну, есть поговорка «не делай из еды культа», да, то есть не делай из тусовок культа, да. Нет, В этом- а я могу это увидеть через другой контекст, вот, который вы почему-то не видите. Я вам объясню. То есть это вот та ситуация, когда две лягушки попали в баночку. Одна утонула, сдохла, то есть и сказала, что СВК, короче, все это и все. А вторая вот, СВКшники сами, они лапками крутятся. Действительно, для того... Не, подождите, я же тоже развивал клубы. Лягушки производили там сметану, да? Профит какой у СВК? Нет, подожди, они не хотели, они жить хотели, лягушки, просто. Ты что, сказку не читал, что ли? Жить, но они там раз и... Ну, она лапками. Сбили, Что и делает сейчас СВК? СВК молотит лапками. Вот, подождите, будет сметана. То есть, если у них хватит дури и хватит духа продолжать вот этот подвижничеством этот проект, ну, Андрюха, и ты вот... Я считаю, знаешь, как будет с СВК, он не помрет. Тут нет объединяющего фактора, объединяющего, да, то есть фактор набухаться в пятницу это не объединение. Да какое-то. там, кстати, кто там бухает? Вы видели, там все по кружке пива Реально, я покупают и лучше сидят пойду в там, да, Твиттере. и в узкой компашке, там близких друзей пойду и точно так же... Да простите, вы наебись. ходите, вас в смысле вы... Не, ну в смысле нету идеи какой-то, да, то есть я... Нет, вот я про СВК, да, мне кажется, что они
они не умрут, они никуда не сгинут. Но в любом подобном сообществе существует ротация. То есть люди уходят и люди приходят. И будет собираться то же самое количество человек, 100-150, но тусовка будет обновляться и все. Но по факту ни к чему-то более важному и более нужному они не придут. Ну, и мне кажется, что и Цою в какой-то момент это просто надоест, потому что никакого, собственно, развития, кроме смены людей, там нет. Знаешь, по нашему там, 12-13-летнему опыту скажу, что вот эти все тусовки, которые возникают спонтанно, они могут существовать очень много лет, там 10 лет. Но самое лучшее поколение всегда первое. То есть, как правило, каждая следующая итерация следующих людей, которые там, уже теряется драйв. То есть, вот те люди, которые инициаторы изначальные, они привносят какую-то свою харизму, там, драйв какой-то. То есть, и за счет этого поначалу оно все образуется. Чем дальше они со временем отходят, тусовка может продолжаться, но как бы вот этого всего размывается уже. И, собственно, это может развиваться, и потом очень быстро в один миг просто лопнуть. Да? Как это? Ты любил меня всю жизнь, я разлюбил в четверг. Нет, вот у нас автосреды, там, они периодически, там, ну, они проходят там больше 10 лет, да. Знаешь, то есть они там собираются. Вот, мне кажется, что это самое вот вообще сильное комьюнити, которое было именно с точки зрения профита, ну и есть, да. То есть люди, которые реально помогают, что-то случилось, есть здесь юристы, есть здесь так приедут, поддержат еще что-то. Вот с точки зрения именно полезности, профита, это офигительный пример. Не, ну там зародились радиостанции, да, которые там куча народу себе понаставила на машины, там, если что-то происходит, там, или какая погода на Копчегай, всегда кто-то есть на Копчегай. Есть машины там с колючками, с все КЗшными. Микросоциальная сеть. Это нормально, почему нет? Вот я и говорю, что любые такие какие-то комьюнити, они должны что-то тебе давать. А не просто пришел в пятницу и убил время. Но ты сторонишься сам всех комьюнити, ты стараешься сам быть сам по себе, как центр притяжения вселенной. Да, ну нет, ну в смысле центр притяжения, понимаешь, тоже, учитывая там количество френдов, я бы тоже мог говорить, ой, давайте там постить всем, да, давайте пойдем толпой в кино. И прибегали бы там по 30, по 50 там хомячков, да. Но мне не интересно это. Ну реально. В смысле, есть там какой-то вот узкий круг друзей? Старый просто уже. Да, реально? Да. Уже я говорю, 25. Нет, что, прям правда? Я правда. Ну, не, ну, Андрюх, ну что ты гонишь, какие 25? Серьезно, я тебе говорю, 25. Может быть. Это тоже, знаешь, расхожая такая история. Мне лет с 15 всегда давали минимум на 4-7 лет. Ягодка опять. Снова 25. Да нет, ну... Мужик снова огурец. Ну так это же тоже тогда вот это интересный феномен, да, что чел, ты в 25 вот с такой ебавшейся крышей. Не, ну... Слава, я в 13 лет попал в редакции. Понимаешь? Тебя это глубоко травмировало. Ну, это реально там сформировало мою сексуальность, да. Я всегда общался просто с людьми, которые, ну, ощутимо старше меня. Я был самый младший в редакции, и дальше там это как-то и пошло, и друзья всегда были старше. Не, ну вот получается феномен съедено, да, то есть мне вот что-то на чесноке это, видать, мимо меня прошло, что, потому что ты вот вообще же, ну, я тебя совсем не вижу там в 25 лет, то есть это какой-то кошмар. А сколько? Ну, не знаю, там 35 можно с таким же успехом сказать и не ошибешься. Причем я не говорю же там... Думаю, что я вообще до 40 лет в принципе не доживу. Рано лысеть начал. Не, о внешнем виде я в данном случае как бы не говорю, то есть это, ну, в смысле, то есть мы сейчас не будем там оценивать там это, насколько свежа кожа там и прочее. Как-то вот много тебя о чем спрашивали и толком не поняли. Тебя бросает из одной профессии в другую, ты занимаешься один год одним, другой другим. А я просто занимаюсь тем, что в кайф. Да, понимаешь, я немножко там подустал. И быстро остываешь как-то. Остываю, бывает быстро там, знаешь, подустал от журналистики, немножко такой там. То есть у тебя создается имидж какого-то такого там, ну не знаю, не великовозрастного еще, но да, который ничего толком на самом деле нормально не умеет, то есть хватается за все подряд и как бы ничего у него не получается. Поэтому вот он тебя отфолловил в Твиттере. Вообще кошмар. Нет, да, Димон. Ну, такое ощущение. Понимаешь, вот это образ, ощущение, получается, не получается. Вот древняя это китайская мудрость, да, занимайся, найди работу, которая будет тебе по душе, и ты не будешь работать там ни один день в неделю, да, вообще в жизни. Вот, и, ну, мне главное в кайф.
Но мне сегодня это в кайф, завтра мне не в кайф. И если там это завтра покажется, что я там проект бросил на полдороги, ну и хорошо, но я не буду наступать себе на горло и там что-то, кому-то что-то доказывать, свою состоятельность как профессионала, понимаешь, ради того, чтобы там вот просто сказать, у меня этот проект закончен, и я быстро Нет, это все. подождите, а в чем криминал? Я, например, не вижу криминала, то, что Андрюха, допустим, позанимался тем-то полгода, потом, вы поймите, вот у меня тоже... Знаешь, в трудовой книжке, как это раньше называлось? Так, как Димон, каждый год новая слушай, работа. Называлось летун. Нет, ты меня пугаешь немножко, ты живешь вот этими категориями десятилетними. Зачем почему? это нужно? Да нет, Дим, ну это не совсем верно. Давай я попробую с другой стороны Давай. зайти. Скажи, в чем ты считаешь сам себя профессионалом? Что ты можешь сказать, что Да я ему делаю, 25 я лет, делаю блин. что-то лучше всех? Нет, Ну, а там. Но я считаю, что я профессиональный журналист. Ну, то есть- Ну, в смысле, у меня был опыт и редакторства, и был опыт главного редактора, да. То есть, когда я в течение 1,5 лет делал хороший журнал, который там качал в Алмате. И я считаю, что, ну, вот это самое важное. В смысле, ты с этим же завязал, или ты считаешь, что бывших журналистов не бывает? Или как? Ну, смотри, завязал ввиду чего? Ввиду того, что шибанул кризис на рынке, да, печати, отдельный, то есть общий экономический кризис сказался на печатке в первую очередь. Сейчас даже там некогда самая читаемая газета страны «Караван», да, ходит и говорит, дайте хоть какую-то рекламу, хоть каких-то денег, да. То есть сейчас я там предпринимаю попытки, чтобы вот конвертировать вот тот журналистский опыт в интернет именно в производство контента, а не просто в производство контента в рамках социальных сетей, понимаешь? То есть та журналистика, которая была в печати, она может существовать и в рамках интернета. То есть в этой новой ипостаси тебе пока нечем гордиться, то есть по факту. Или ты В интернете? Да. Ну, в смысле СММ или что в интернете? Ну, в смысле, как конвертировался твой профессионализм как журналиста во что, в чем ты профессионал теперь в интернете? Если говорить про Или ты SMM, пока да? еще щупаешь? Если говорить про SMM, то я могу создавать хороший контент для сообществ под бренды. То есть, в отличие от просто технической стороны дела, то есть, как приглашать, там, как отвечать, да, как взаимодействовать, я могу грамотно, красиво, хорошо писать под эгидой какого-то бренда. Ну, понимаешь, есть такое ощущение, что сейчас там свистнешь, и 500 человек таких в Алмате скажут, что я вот такой же специалист. Не, ну чушь. Ну, чушь, ну реально, потому что реально профессионалов, ты профессионалов, ты знаешь, что в принципе вот это большой дефицит. Ладно, Не, все, закрываем эту лавочку, Андрюх. Спасибо, что пришел. На самом деле, то есть какие-то, возможно, кому-то интересные вещи мы сегодня сказали. Спасибо, что пришел. Не, Андрюх, да, ты это, извини, что Всем время пока. твое заняли, но это...